Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал IQT24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел предприниматель Сергей Протопопов. Сережа, приветствую. Да, приветствую. Сергей. Да, Приветствую, Семен. спасибо, что ты принял наше приглашение прийти к нам на передачу. И чем ты к нам сегодня пришел? Новый год скоро, мандарины, я смотрю. Да, было достаточно неожиданно получить приглашение. Говорят, надо приготовить еду. Я говорю, вы точно туда звоните? Я и еда? Да, казалось бы, я и еда. У меня есть супруга прекрасная, она мне еду готовит в основном, поэтому я такой, ну, поскольку. Но так как с детьми мы все-таки любим поэкспериментировать, у меня ребенок 8 лет и 5 лет, сын старший, да, дочь младшая, и мы что-нибудь доэкспериментируем, там, пирожки сделаем, внутрь что-то. Мы, конечно, не как Тарбахов явно готовим, но я попробую сегодня... Ну, что-то похожее. Да, ну, я надеюсь, тем более, что с помощью Семена, мне кажется, это удастся сделать что-то. Мы сегодня будем более новогоднюю тематику, наверное, раскрывать. Да, Новый год, да. Да, и... Волшебный праздник. Знаете, у меня есть одна история такая. Мне раньше нельзя было мандарины. У меня более 10 лет была аллергия, и мне нельзя было мандарины. Но вот где-то с 2018, лет 5, я снова ем их прям тоннами, так что мне будет очень радостно. Что произошло? Сделать. Такая психотерапия, наверное, как сейчас в предпринимательской среде это очень активно используется. И я прошел свою психотерапию, стал вообще психотерапевтом в То том есть числе. ты как личность переродился? Как бы так, да. Ввел летаргический смерть и Не, слава богу, мне обошлось как-то вот позитивно. Я надеюсь, что... Проще, да? Да, все проще. Все ясно. Да. Я знаю, что ты ведешь и курсы личностного роста. Мы обязательно этой темы коснемся. Ой. Всего этого, да. Сколько времени потребуется, тренировался ли ты и вообще, какой раз ты вообще собираешься это готовить? Это я впервые готовлю. Да. Да. Семен в помощь. Если что, Да. он подскажет и расскажет. Но, тем не менее, давай начинать. И сразу первый вопрос. Сережа, начинай. И это... Чихбути, откуда родом, как ты дошел до жизни такой? Чуть-чуть расскажи. Хорошо, готовлю и рассказываю, да? Или рассказываю, потом параллельно. готовлю? Параллельно. Хорошо, я начну уже очищать мандарины, наверное. Я тоже могу Да? помогать себе. Да, тоже давайте, можешь помогать. давайте, коллеги. Каждый по Ну, мандарину. это, кстати, делать... О, смотри, Петр, я тебе даю самый сложный мандарин. Ну вот этот, который тяжелее чистится. Ну, не, вообще я не занимаюсь курсами личностного роста, хотя поскольку у меня команда, конечно, это по сути вести личностные курсы, наверное, да? В большей степени я IT-предприниматель. Да. И так сложилось, что я родился в Усть-Алданском районе, в селе Барагонцы. Еще меня иногда поэтому говорят... Хотон-Мюрю. Да, Хотон-Мюрю, ага. Я знаю. Поэтому называют иногда там Сергей Барагонский, там иногда бывает такой. Вот так я уже начну готовить сами мандарины тоже. Вот таких. Подготавливать. Да, подготавливать, да. Их Хорошо. разрежем. Школу закончил тогда, получается, в Баргонцах? О, нет, я учился в 5 школах вообще за жизнь, школьную свою. В Барагонцах в 3 школах я отучился. Во 2-й школе, в 1-й школе и в гимназии Волан. Так, Вот ладно. так, да. Я думал, третий, ладно, не Вот угадал. так, ага. И? А потом уже мы жили в Средней Азии, по работе отца переезжали в Кыргызстан, и там я пожил где-то в городе Аше, где-то больше 3 лет, город Ош, да. Потом и закончил в итоге в Якутии, в Нерюнгри. Да, вот Не слабо помотало, да? Да, так хорошо. Отец военный? Отец не военный, но в том числе, наверное, вот касался каких-то вопросов, когда военную базу расформировывали, и там какие-то вот коммерческие были навыки нужны. Секретные дела, да? Ну, наверное. Так, ладно, кстати, не будем это говорить. Да, кстати, да. Шучу. Ага. Хорошо, школу заканчивал, и кажется, хватит, по да, какому тоже. пути ты пошел? Скорее всего, куда-то поступал или что, как? Когда я Какие заканчивал... наклонности были? а, Тут я хочу узнать, как... Я подготавливаю наших телезрителей к вопросу о том, что как становятся предпринимателями. Я думаю, пути совершенно разные бывают. Ага. Так, в целом у меня было так, что я хотел стать программистом. В то время это было непопулярно. А пока хватит. Становилось Очень много популярным только. Даже еще не становилось, мне кажется, вот в Якутии тем более, потому что это был... Когда я закончил? Я закончил в 2001 году.
и это было непопулярно, короче. Вот и я не стал программистом в Но итоге. Саха-интернет уже был. Да, Я с недавно Арсеном появился. уже был знаком в это Кстати, время. да. 2 года, как он существовал уже. Да. Ну, он тоже был непопулярен. Не популярен, да, потому что интернета не было, и интернет был Да, только давайте сделаем. на рабочих местах. И то, если 8-12, Да? слава богу. О, спасибо. Я могу использовать весы или сломаю случайно? Ага. Мгм. Так, Немножко шпаргалки. Да, у меня, Я ну, все вижу. Да, ну да, я всегда использую либо какое-нибудь видео, либо соцсети для того, чтобы видеть видео и оттуда уже рецептами как-то вот не Жонглировать. знаю, обогащаться, да. Так, сахар у нас 150 грамм, да? Да, я бы яйцо сначала разбил, можно? Я буду чувствовать себя, как будто это моя кухня, как будто. На сегодня это так. Да, хорошо. Одно яйцо. Мы берем одно яйцо Да. полностью. А, два это для красоты, да? Для формы. Второй на всякий случай. Вдруг разобили. Вдруг бы, не да. туда разобьем. Да. Вдруг уронили. Ага. Сахар, нам нужен сахар. О, Сахар у вас, да? да, 50 грамм. О, а яйцо, кажется, 50 грамм ровно тоже, да? А, вы вот так смотрите, Да, да? я А смотрел, у меня да. все на глаз обычно. Глаз алмаз, значит. Да, Да, но что? мы Да. находимся не просто же у меня дома на кухне, а в Red and Green. Здесь все четко. И ванилин. Положим ванилин. Сколько у нас? Одна пачка идет, да? Да, одна пачечка. 3-5 грамм. Но пачка опять же 2. Ладно. Это я прикалываюсь все время. Я все время, Потому что мне тоже надо что-то Запасаюсь. говорить, и я поэтому говорю. да. А так, Я в запасаюсь. обычные дни, может, праздничные, есть какие-то свои блюда, А, которые ты готовишь спокойно? спокойно, стейки. Стейки, да? Да, больше всего. У меня дети тоже обожают стейки. 3 минуты с одной, 3 минуты с другой, вот и готово. Да? И размешиваем. Соль, перец. Вот, можно Соль, посмотреть. перец и все. Размешиваем. Моя супруга, наверное, сейчас смотрит и думает, что-то дома редко ты это делаешь, скажем. Да? Ну куда ты, да? Рассказывай. Да. Да кто так делает? Не, я всегда так делаю, если что. Я всегда готовлю. Тебе надо будет так и сказать. Дома я обычно готовлю всегда я. Да. Итак, мы дошли до того момента, да, мы перескальзываем туда-сюда, темы у нас бегают. Решил стать айтишником. Почему это тебя привлекло? Хотя это было не Я скорее я хотел стать айтишником, но в итоге, слава богу, ну, может быть, в какой-то мере, учитывая мой характер и наклонности, наверное, да, моя мама рекомендовала мне стать юристом. Ага. И я пошел на юридический факультет. И В отучился. то время было, да, модным становиться либо юристом, либо экономистом. А я и юристом стал, и экономистом. Ага. Да, я хорошо учился. В первый курс, ну, прямо очень хорошо отучился. И мне отец говорит, ну, хочешь экономиста тоже взять? Я говорю, заочно поступить параллельно. И вот так я и сделал. Параллельно поступил, и я был единственным, кажется, среди своих, вот, ну, в своем окружении, который сумел все-таки вот до конца довести. Да. Я действительно вот 5 лет очно отучился на юридическом и 6 лет заочно на финансовом. Это синдром отличника, либо это сила воли плюс характер? Нет, у меня синдрома отличника, слава богу, никогда, кажется, не было. Ага. Ну, хотя я был при этом Тогда хорошистом. неузаурядные способности. Да нет, я Это это тоже не комплимент, это думаю. комплимент. Ну спасибо, буду принимать, хорошо. Ага. Вот. Итак, закончил, дальше. Что Да. было дальше? Нетривиальный вопрос. Так, вот пока не закон... Вот почему-то мы люди такие, которые все время ждут же, да? И вот мы сначала ждем, что школа закончится, потом, что, ну, как бы одно образование закончится, второе. Я никогда не умел ждать. И пока я учился в школе, у меня был уже предпринимательский опыт хороший. У меня был компьютерный клуб свой. В 13 лет я зарабатывал, наверное, эквивалентно где-то 200 тысячам рублей сейчас, например. Ах ты, Да, ничего примерно, себе. ну, да, примерно Это так. очень хорошая зарплата сейчас. Да, мне было 13 при этом. Вот поэтому я угощал очень много и, ну, во многом и семью содержал в там тяжелые времена, да, когда отец заболел, там, ну, вот в таком духе. И я не ждал, даже когда вуз, после 3-го курса, когда вот юридический закончил, я уже пошел работать и работал в Табагинской лесной компании тогда. Так. Вот. Давайте я забуду сейчас готовить. Да, параллельно надо рассказывать. делать, все равно, что Так, у давайте нас мы время. уже, наверное, растопим и начнем жарить Так, сами масло у нас мандарины. сколько грамм написано? Масло, сейчас скажу. Масло. Нам нужно 1 столовая ложка всего лишь сливочное масло. Да. На глаз. Да, здесь тоже на глаз можно. Да, у Семена глаз наметанный, поэтому Да, тем он более знает, вообще. да, сколько Да. Сахар, да? Да, и сахар чуть-чуть засыпать. Сейчас растопим. Ага.
Если с сахаром и сливочным Затем маслом. мы закладываем наши мандарины Да. и заливаем это тесто. О, сначала, это тесто еще не готово пока, да. Да. Тесто, кстати, пока К продолжим тому времени готовить. должно быть готово. У нас же как так, проектный подход. Да, Ко давайте всему. заливаем Технологический цикл у нас. сливочное. Вот сюда мы заливаем Растительное растительное масло немного. Сколько? А, чуть-чуть. На глаз я сделаю это тоже. И сделаем, тоже размешиваем. Главное не забывать размешивать. Вот. Так сложно, да, одновременно готовить и рассказывать. Очень сложно, и Да. поэтому я задаю все время наводящие вопросы. Да, пожалуйста. Табагинская лесная компания. Да. Что было дальше? Что было дальше? Как даже такая передача, по-моему, есть, Да, такая тоже есть. Да. Я вот у них позаимствовал это. Да, вообще в Табагинскую лесную компанию я пришел устраиваться сортировщиком леса. Я же еще не был еще юристом, да, 3-й курс только закончил. Так. Ну, И пришел, мне выдали перчатки, провели инструктаж, говорят, вот доски плохие такие-то, второй сорт такой-то. Первая категория, вторая категория, Да, там третий горбыль сорт. еще понять Да, есть. да. И Обрезная доска. обучили, да. А я как-то никогда не боялся такой, физической работы в том числе. Ну, как деревенский парень, ну куда Ну, бояться? такой, да. Хотя я пожил в городе уже много, да. И после мы, я, в общем, сижу в приемной, и там какая-то кутерьма такая происходит в приемной. Это первый день моей работы. Мне просто обучили сортировки. И я пошел договор подписывать, бумаги там все эти акты подписывать. И вдруг там какая-то кутерьма в приемной. И говорят, договор, срочно договор нужно. Это же Табага. Там уехал юрист в город, и получается договор некому делать. А человек приехал какой-то очень богатый, целый домокомплект там из профилированного бруса покупать. Так, сколько-то миллионов рублей стоит. И, значит, спасибо большое. И, значит, мне говорит Нина Николаевна, Король, у нее фамилия такая, и отдел кадров, говорит, Сергей, ты же у нас юрист. На юриста же учишься? Да. Сварганько. Сделай-ка договор, Сообрази, говорит. Да, сообрази, говорит. А я говорю, я еще не юрист и так далее. Такой синдром самозванца, как у нас у всех бывает, когда что-то начинаем только делать, мы думаем, что мы кого-то обманываем, да? И я говорю, нет. А потом говорю, хорошо, давайте Как в попробуем. фильме «Иван Васильевич менять профессию». Что-то в Да, таком я, духе, говорит, кажется. посол. Да. В общем, я начал делать этот договор, и так у меня получилось хорошо сделать, что в итоге, когда гендиректор приехал, он говорит, будешь помощником юриста. Я вот из сортировщика леса, самый быстрый карьерный рост. Вот редкий случай, когда нужное время, нужное место. Да, согласен, да, согласен. Это везение же. Да, и ушел бы на завод, уже бы, наверное, такого шанса бы не выпало, наверное. Ага. Вот. До сих пор бы доски прикладывал бы. Может быть. Это вряд ли, но в целом, в общем, примерно так. Вот, сейчас мы будем тесто готовить. Ага. Будем готовить тесто, нужно еще молочко. Еще, да? Да. Хорошо. Чуть-чуть вниз. Доверимся повару. Класс. Профессионалу. И молоко. Молоко нам нужно, знаете, сколько? Надо не бояться пользоваться шпаргалками. У нас же не вуз, да, не школа. Это для того, чтобы... Так, 100 миллилитров. Давайте. У нас есть мерный стаканчик. И молоко должно быть. Да. В общем, у меня был очень быстрый карьерный рост. За один день из сортировщиков леса стать помощником юриста. А там уже хватка, оказывается, если вот мы не боимся, если мы боимся даже, но делаем, то можем, оказывается, как-то сделать так, чтобы можно было возможности использовать. Итак, из помощника юриста очень быстро стал юрисконсультом, это уже полноценный юрист, а потом через год и 2 месяца примерно стал начальником юротдела, стал Через год генеральным директором. да, зам гендиректора. Не, генеральным не стал, но зам генерального директора по правовым вопросам. Мне было 20 лет, поэтому это было прям такой хороший... Бам-бам-бам-бам-бам. Да, довольно быстро. Это реально же можно сравнить с квантовым скачком. Ну, Я как согласен, физик согласен. могу сказать, но это редкая редкость. О, помнишь, тогда телефоны, это было, во-первых, редкость, во-вторых, дорого. Да. Еще был горизонт РТ, надо было целое состояние платить. Да. На Кирова, который стоял, да? Да. Бизнес-тариф стоил 6 тысяч рублей. Да. Это сколько было вообще ужасно. Короче, очень дорого. А у меня зарплата сначала была 5 тысяч, Ага. вся зарплата. Потом очень быстро с первого же месяца пересчитали, стало 10 тысяч, а у моей мамы была зарплата 6 тысяч. Поэтому зарплата уже была хорошая, по идее. Ну, в то время это нормальная зарплата была, Ну, да. такая среднегородская. Вот. Муку. Нам надо сделать муку. Так, муку мы положим, давай, 160 грамм. Прямо. 160. Ага. 160, прикинь. 50 остановимся. Ага. А, это вот так вот. Смелее. Все.
140, 150. Все. Так, сейчас давайте 140. проверим сейчас. Ага. Это я прикалываюсь. Вообще всем рекомендую на кухне, чтобы у вас был повар рядом. И лучше, чтобы фамилия была Тарбахов. Вот, Желательно. да. Так. И можно такую люстру заказать. Red and Green. У нас что-то немножко... Ага. Жидковато еще, да? Нет, Наоборот. нормально. Нормально? Так. Так. А, разрыхлитель еще положим. В это время у нас Я- мандарины, видите? А разрыхлитель ничего, если я полностью пакет, да? Там сколько написано? 10 грамм. 10 грамм? Да? Мне кажется, 5 надо. По-моему, 10 грамм и надо. Свои 5 Одну копеек чайную... ставлю. А, нет, одну чайную Да, ложку. тогда вот так, ага. Нет, тогда половину, наверное. Одну чайную ложку написано. Одну чайную ложку. Ага. Слишком получится воздушное, разрыхленное. Ага. Ну, это будет что-то очень вкусное. Кстати, я рекомендую попробовать, потому что это довольно просто сделать. Ну, может быть, это мне просто сейчас здесь с помощью. А так, это будет что-то прикольное, очень прикольное. Здоровское. В принципе, наше время пришло. Ага. Можем уже Заливать, да? заливать. Нам нужна будет лопатка. Угу. Обычная силикованная лопатка. Можно обойтись обычной, Ага. деревянной, да? Домашнюю То есть пустую. тесто готово уже? Ага. Ага. Да. И мы вот Заливаем. посыпаем такой вот. Заливки. Ага. Заливка бетона. Класс. Я уже мечтаю это дома повторить, на самом деле. Ты можешь потом передачу смотреть или запомнить уже. Да. Может быть, тесто маловато мы сделали, да? Не, Нормально? Может, Не еще, надо еще добавить? мощности добавить. сейчас. Подожди, мы все успеем. Не, все нормально. Что, я тоже просто как будто не при делах, поэтому хочу что-то делать. Поучаствовать, да? Поучаствовать, да. Так что я А, буду все, вот сидеть- так же можем. Все. Класс. Я думаю, что можно тесто, если что, чуть больше сделать. Я люблю, например, вот пирожное, именно вот бисквитную часть. Когда много, да? А так тоже хорошо. Не, прям как раз. Не, как нормально. раз. Да, как раз. Ровно получилось. И крышкой, да? Да, крышкой закроем и минут 10 так потомим. Потомим. А, пусть жарится. О, крышка подходит. Минут 10 засекаем. Как раз через 10 минут. Да. Вот. Задаю еще один вопрос, Ага. Сережа. Ага. Итак, ты уже зам генерального директора. Ага. Когда пришла идея все-таки начать что-то свое? Я уже тогда, я же говорю, я никогда не умел ждать. Я надеюсь, что никто не должен ждать, потому что мы все в итоге всю жизнь в ожидании, там, школа, потом пока дети окрепнут, потом пока, ну, вот все такое, да? Квартиру куплю, когда нормальная работа будет, вот Да, тогда я да, отдохну. ипотека. И там, вот тогда и заживу. Да, вот тогда я заживу, а потом, как говорится, мечта о пассивном доходе. И она, ну, чтобы ничего не делать, а деньги приходили. И оказывается, что она А я буду исполняется. лежать Это на берегу пенсия. океана и да. Да, как бы это все лишь пенсия, И да, курить кажется. бамбук. В общем, я опять не ждал, и в 2005 году уже на втором или на третьем курсе финансового познакомился с Алешей Сафоней. Это мои друзья, да, братья, можно сказать, во многом. Это ушницкие. И мы начали делать игры. Компьютерные игры в то время. Это было очень смешно, наверное, со стороны. Нам было по 20 или по 21. Уже в первый же год работы в Табугинской лесной компании мы начали как раз вот обсуждать и, по сути, реализовывать разработку компьютерных игр. А в то время, знаете, когда мы говорили людям, что мы будем делать компьютерные игры, нам сразу в ответ такой вопрос прилетал. Делать компьютерные игры в Якутии? Что? Да, да, мы такие, да, и продавать их в США, там, вот будем продавать, да, говорили. И нам говорили, и продавать. А их. тогда и Doom был, и Duke Nukem, и Counter-Strike уже был. Ну, да, все было. Всё было, да, я помню Но эти самое времена. главное, что не было в Якутии никакого IT-производства, ничего не было. И нам говорили, что мы знали, что у вас там в Якутии холодно, но чтобы так вот отморозить себе голову, все, в общем, совершенно порицалось, и не поддерживалось. И даже нашим родителям смотрели и говорили, ну, то, что мы сидим же весь день за компьютером, а это называлось тогда словом «задрот». Да? Человек, который все время проводит за компьютером, это как бы считалось неестественным. Хотя сейчас мы в телефонах по 8 часов проводим. Да? Мы вырастили целое поколение, между прочим. Ну, в общем, говорили, что вот вы ребенка родили, по сути, зря, да? Вот в таком духе, да, в общем. Хареного.
Хареного, да. Если ты стал айтишником, то, ну, пропал, да, вот так верно. считалось. В итоге все-таки все хорошо продолжилось. В 2007 году мы сделали более $1 миллиона на продажах игры. Потом эта компания стала называться Майтоной, кстати. Майтоной, да, да. да. И я 7 лет строил бизнес этой компании, бизнес-девелопер, человек, который стоял вот у истоков прям с самого начала, да, с регистрацией компании, там ООО, сайсарская компания, если что, Майтона, вот по сути так. И нам удалось, мне кажется, доказать многим людям и проторить такую дорожку, что сейчас вот айтишные компании же выходят из... Да. И это сейчас компания, реально, с которой не только гордость, но с которой можно и брать пример. Да. Конечно, как конечно. историю Конечно. изучать становление, что Да. барьеры только вот здесь. Да, да, Да. согласен. И мы брали вот такие вот рецепты, по сути, там не про готовку еды, а про то, как сделать игру, как делать бизнес. Там же не было никаких курсов, там, Готовых, личностного да-да-да. роста даже не было. Просто могли оплюху дать, это вот один из самых основных Грубо приемов говоря, личностного методом роста. пробы и ошибок наобум Да, да. практически. Да, Ага. да, ну я говорю, вот один из самых популярных методов роста, по сути, просто подзатыльник, да, вот, ну, условный. В общем, мы брали такие условные рецепты, шпаргалки, могли смотреть и начать готовить игру ту же. У нас, кстати, про готовку игра тоже была. И мы сделали за 7 лет, получается, вышли на оборот в годовой там, на $100 миллионов, например. Это миллиарды рублей. Да? Это нам удалось сделать каким-то простым достаточно ребятам из Якутии. И мне кажется, нашим зрителям тоже можно начать что-то делать, и у них может получиться вполне. Да. Вот. Почему бы и нет? Да. И что было дальше? Что было дальше? Ок. Да, дальше, дальше я решил, что мне уже хорош, наверное, заниматься играми. Игры все-таки... Захотелось своего что-то, да? Ну, это и мое было тоже, но все-таки игры это про убийство времени, да? А к тому времени я уже пришел к такому, что надо время все-таки оно очень ценное. Вот, Самый главный да. ресурс, я считаю. Да, проводить с родными, с друзьями, вот максимально вот не в играх, да, и мне захотелось что-то другое делать. И я пошел делать следующее. У меня прям как будто приснилось это. Я хочу делать лучшие инструменты для деятельных людей. Да? Вот, ну, в основном все равно в IT, да, и мне захотелось сделать что-то, что помогало бы деятельным людям быть еще более деятельными, эффективными. И вот с тех пор у меня моя жизнь, по сути, посвящена тому, чтобы люди становились эффективнее, чтобы они становились просто счастливее, чтобы качество их жизни росло. Вот такая у меня миссия, и я ее выполняю прям регулярно. Итак, это пришло практически во сне, говоришь? Ну, можно так сказать, да. Можно так да. сказать. Ну, долго ты к этому шел? И сколько лет тебе было, когда это уже такая миссия? Вот, потому что же очень важно видение, миссию не только для компании, а для себя выстроить, чтобы ты понимал. Да. По-японски говоря, ну, зачем ты пришел в этот мир? Мне кажется, что я пришел к этому итерациями, ну, то есть шаг за шагом, пробой. Да, Да? Я не боялся ошибаться, и ну, нельзя сказать, что разработка игр ошибка. Это не ошибка, это Ну очень да, хорошая. это свой путь, да. Ну, то есть нельзя ругать, даже говорят, когда очень негативные опыты, когда ты, черт его знает, чем занимался, может быть, проводил время не с теми людьми, не с теми компаниями. Нет, слава богу, мне занимаясь повезло с этим, да. не тем, что, может быть, тебе не но это все равно это опыт, который готовит для тебя, тебя к чему-то важному, к чему ты реально пришел. Есть такая практика благодарность. Вот Благодарность, у меня, да. У меня компания называется Бунтар. Бунтар. Да, если по-английски смотреть, это Боонтар, да, вот. Бунтар, да. И многие думают, что это про бунтарство, да. Ага. На самом деле я обожаю бунтарство в том плане, что мы сахалар, да, вот Да. Чуть-чуть якутяне. вопреки системе идти. Да, якутяне, да. Казалось бы, мы выжили там, где мамонты вымерли, да. Это же тоже бунтарство. Говорят, мы не будем здесь просто сидеть, мы будем развиваться. Раз уж мы расти. такие, то почему бы и нет, да? Да, да, и мне кажется, вот в этом ключе бунтарство, ну, нужная вещь, да, когда не согласиться с обстоятельствами, или вот IT, доселе невиданное, как это делать и на весь мир продавать, мы решили, что мы можем и сделали это. И при этом бун – это слово, если даже вот в переводчик ввести, это благо или благодарность. Бун, да. Да. И мне кажется, даже когда у вас настроение какое-то нехорошее становится, да, скажем так, ну, какой-то паник или там, просто вспомни достаточно человека, которому ты благодарен, там, не знаю, бабушку, там, друзей, Хорошо. кого-нибудь, то эта благодарность, она все лечит.
Вот. И когда ты чувствуешь вот благодарность, ты прям чувствуешь, что ты можешь Это дальше своего идти. рода, опять же, духовная практика некая. Ну, я бы не назвал это духовной практикой. Ну, наверное, ну, это влияет на душу, окей, влияет. Да. Хорошо, сейчас чем занимается непосредственно твоя компания? Ну, какие сферы затрагивает? Ну, вот, все-таки нашим телезрителям мы говорим IT, но не совсем понятно. Ага. Человеческим языком, пожалуйста, попытайся объяснить. Человеческим языком. Вот продукты мы сейчас здесь купили, я их за ними не заезжал в магазин, а заезжал домой к товарищу. Почему туда я заказал? Потому что и вот наш сервис. Бунмаркет. Да, Бунмаркет. Да, кстати, Петр, ты снимался в ролике, точно. Я знаю, да, каким образом меня выбрали. Мы с Надиной Эльпой весной снимались в Вот вашем этот ролике. скандальный снимок, где Да, вы в скандальный постели. снимок, да, постели с Надиной, да. Прямо все эти новостные паблики все скрыли, что происходит с благочестивым Цепандиным, Да. почему он оказался в постели с Надиной. Да, это наш режиссер Ларри, он сделал такой сценарий, и вот вас мы состыковали, на английском, да? Мы вот состыковали и сняли этот пижамах ролик. лежим, да, Да, постели, да, якобы. все культурно, все пристойно. Да-да. Вот, и этот ролик сняли для того, чтобы показать наш сервис. У нас сервис называется Boon Market. Это мобильное приложение, где можно заказать продукты питания или какой-то, ну там, подгузники, вот все, что нужно для дома, бытовую химию, хозтовары, и к вам привозят за 15 минут. Вот прям привозят за 15 минут. То есть это слово ну, вот, компании, то есть именно фишка какая-то. Да, это как Именно бы время. благомаркет получается, бунмаркет. И это приложение, это на самом деле как похоже на чудо. Сидишь где-то в городе Якутске, да, наверное, пока это центр города, да, потом думаешь, так, мне нужно приготовить такое же блюдо. Заходишь в бунмаркет, ну, скачиваешь приложение, заходишь, выбираешь товары, заказываешь, и через 15 минут У тебя мы привозим, да. Если мы не успели, мы даем там призовые, там, даже денежку возвращаем, какую-то часть. Ну, опять же, так. какие-то фишки получаются. Да, да, это как гарантия быстрой доставки. Да? Если вы входите в зону быстрой доставки, мы сейчас склады эти запускаем, чтобы быстрая доставка по всему городу появилась. Ну, хотя в другие части города тоже достаточно быстро, там 30 минут, 45 минут. Так, а тем временем Семен Перевернули, нам да, уже? специально перевернул. О, и класс. Вторая часть, та сторона будет запекаться. Да. Класс. Для той стороны достаточно 5 минут. Да. Сергей, я знаю, ты выполняешь еще очень много общественных нагрузок. Ага. Да, когда я знакомился с твоим резюме, с биографией, ну вот вообще, ты вообще спишь? Да, кстати, вот когда меня пригласили на передачу, ну, давай приготовь, я был занят в другой работе. Мы Да, сделали... мы вчера пытались встретиться, ты говоришь, у меня мероприятие, у Да. меня мероприятие так и не удалось, мы по телефону. Но благо, Да. при помощи социальных сетей можно такое ощущение, что мы с тобой знакомы очень давно. Да, кстати, да, это ощущение, да? Да, это ловится, ощущение, как бы, да. Ну, мы да. лично с тобой знакомы, но Ага. тем не менее это как бы, такое ощущение складывается. Да, вчера я был, когда мне позвонили как раз на мероприятии, я как спикер вел трехдневный тренинг. Вот это, кстати, личностный рост, реально Опять же, мы личностный рост. вернемся к Да, этому. да. И тренинг «Мировоззрение» называется. Это про то, что мы, оказывается, живем в основном все в точке зрения, а есть еще угол зрения, есть еще кругозор людей, а есть подход такой мировоззренческий. Там, у детей обычно такой подход. И вот мы стараемся у себя такой подход применять, чтобы мы могли Это со в всех компании? сторон. Не только в компании, там были уже люди, которые просто предприниматели, разные деятельные ребята, в госструктурах работающие ребята пришли. Там было 40 с чем-то человек, больше 40 человек, да, и они заплатили денег даже для того, чтобы обучаться. Для меня это... Что странно, да? Да. Ну, Что довольно странно. ну, люди сейчас прям, мне кажется, тянутся к этому. И это моя дань обществу. Я считаю, что я должен делиться, что-то узнал и на практике применил, и действительно это работает, у меня результаты идут. Ну, то есть Почему нет? делиться опытом, что тебе помогло, ну, то есть чтобы люди не наступали на те грабли, которые ты, скорее всего, наступал. Они все равно наступят. Я буду такой сегодня антагонист. Они все равно наступят, но они наступят уже не больно. Они будут подготовлены. Да, они не к так больно наступлению. наступят. Они быстро поймут, что вот оно, туда не стоит идти, вот так лучше Ага. делать. А когда ты пришел вообще вот именно к тренингам? Да, и как долго ты подготавливал именно вот
свои эти курсы? Вообще, вот эта программа, это ну, мировоззрение, которое мы сделали, это для своих людей, для людей, которые вот постоянно мне в соцсетях пишут, там, как ты это сделал, там, ну просто поделиться. Это такая дань обществу. Это не мой бизнес. Я зарабатываю там деньги только для команды, чтобы дальше развивать продукт. Это не является чем-то, каким-то доходом, который меня вообще как-то вот, формирует, да, как мои расходы. Вот, Правило Парито, она, скорее всего, там, где-то там, да? да, у меня есть как раз приложение, которое доставку делает, и оно сейчас, кажется, начинает уже приносить основную часть дохода. Ну, начинает только. Хорошо, как долго ты готовил эти мини-курсы? Ну, то есть, как ты приходил, ну, то есть, это же какая-то должна быть оболочка, какая-то некая информация, некий посыл. Всю жизнь. Всю жизнь? Да, да, всю Окей. жизнь, да. Это так. Действительно так. Ну, сейчас не секрет, что бытует такое мнение, часто говорят, часто диванные аналитики, так называемые, этих коучей развелось как нерезанных. Да. Как ты к этому относишься? Ну, то есть, как правильно выбирать, ну, чуть ли не всех коучами стали? Как говорят, вот у нас же в обществе как принято, да? Если ты пошел к психотерапевту, например, то это уже считай, что о, эредях сошел с ума, да? пипить-то. Да. А на самом деле же не так. И в современном обществе все-таки люди ходят к психотерапевту, или не только друг становится психотерапевтом, но и профессионал. И мне кажется, что есть некий такой запрос на то, чтобы найти своего психотерапевта, да, и найти вообще свой тренинг для того, чтобы и окружение, вот, которое приходит в этом тренинг, ну, в этот тренинг. Поэтому я думаю, что это нечто такое, какое-то интересное направление, где предприниматели развиваются. Я все-таки работаю с предпринимателями, и я сам предприниматель. И я вижу следующее. У нас же есть даже по закону, да, понимание крупный бизнес, средний бизнес, малый бизнес и микробизнес. Микробизнес, И знаете, да, вот, самозанятые, ну, грубо говоря. Да. не, именно вот микробизнес, ну да, тоже включается. Вот микробизнес, это знаете сколько? Вот хороший, крепкий микробизнес по законодательному регулированию, если смотреть, это 120 миллионов рублей в год доходность и 15 сотрудников. И вот у кого 120 миллионов, я когда вот спрашиваю, у вас есть 120 миллионов? Все такие, ой, Дохода? нету Нету. дохода, да. Я говорю, тогда вы не совсем такой уж микро получается бизнес, вы скорее нано-бизнес. Это еще меньше получается. И вот чем меньше бизнес, тем больше влияние личности предпринимателя на этот бизнес. Ну да. И мы... Потому что, как правило же, и ты и директор, и ты и бухгалтер, ты и уборщица. Да. А что куда деваться? Да, ну и команду, да, растить, вот, которая рядом вот, прикипела к предпринимателю. И мы почему-то думаем, что надо изучить детали, как рекламировать, как соцсети использовать, Как продвигать, как маркетинг, как узнавать конкурентов, Да. как продвигать, как выделять свою аудиторию. Вопросов просто Да. тьма. На самом деле проще всего, и есть такая прям такое понимание, это, не знаю, философия, да, знание основ. Если ты знаешь основы, знание основ освобождает от необходимости знаний деталей. А мы почему-то все время в детали уходим. Даже я думаю, что вот в поварском деле, если ты основы знаешь, ты детали там во многом сам дойдешь до деталей, да, в результате практики. Поэтому, если ты сумел основы взять, то ты сможешь и бизнес нормально выстроить. Если мы предпринимателя личность развиваем, если человек становится, ну, прям вот активным, прокачанным, скажем так, и понимает, зачем он это делает, к чему идет, да, какая у него цель, тогда он детали очень быстро догоняет. И самое главное, что эти детали в основном могут быть хорошо исполнены только специалистами. И он начинает нанимать специалистов, начинает развиваться командно, да, и это То есть позволяет какие-то полномочия делегировать. развивать допустим, бизнес. да? Слушай, вот я спрашивал вопрос такой, немножко под ковыркой. Спишь ли ты вообще в тему? Да, мы знаем, что самый главный вопрос – это вопрос ресурс. Это у нас время. Проходил ли ты специально курсы тайм-менеджмента? Не, ни в коем случае. Я вообще не люблю тайм-менеджмент. Я такой человек очень свободолюбивый. И хотя я очень люблю календарь, но в календаре у меня в большей степени заняты не рабочие вопросы написаны, а встреча с сыном, встреча с дочерью, Ну, то есть встреча с уделять время супругой. именно то, что тебе нравится. Да, то, что мне нравится, и то, где я должен быть. прям. Ценность для Да. тебя. Вот я могу быть у своего 8-летнего сына здесь только сейчас, вот, да? Через 2 года он будет уже совсем другой. Поэтому вот где нужно быть, очень сильно понимать, что у тебя должен быть запланирован календарь. У меня встречи, поэтому с детьми, например, запланировано в календаре. У меня есть встречи с собой там, в плане вот, работы по книгам и по этим моментам. И даже вот совместная готовка, совместная игра в лего у меня зафиксирована.
зафиксировано, и потому что это самые важные вопросы. И когда вы, и здесь есть фокус, когда вы забиваете свой календарь, свой режим дня такими действительно важными для жизни вещами, у вас остается для работы даже довольно мало времени. Максимум 8 Казалось часов. бы, да, потому что у всех людей 24 часа в сутках. Да, из них 8 мы спим, да. Остается 16, где-то час мы тупим, по сути, в одно место. И час зубы чистим, Да. И когда... готовимся ко сну, Да, и когда... принимаем пищу. Да. И когда вот отдых и время с родными расписаны, остается чуть меньше времени на работу. И это оказывается самым лучшим решением. Когда у вас ограниченное время на работу, ну, на выполнение дела, да, на самореализацию вот именно в деле, тогда у вас появляется эффективность. У вас уже нет такого, что бы поделать, да, вот не возникает. Что показывают по телеку, вот этого нет. Нет Да. уже, да. Уже соцсети, там все уменьшается очень сильно. Ты начинаешь уже работать, потому что у тебя мало времени на работу. И вот эта прокрастинация, это когда вот мы сидим и там сериальчики ну посмотреть, ладно, еще ладно, что-то, завтра да, сделаю. отложить на завтра. Вот есть же такие супермены, все сделаю, но завтра. Да? Вот это вот все исчезает и становится более прозрачным. Ну, то есть получается некая осмысленность, потому что даже если все время говорят, давай я работаю, рано или поздно выгораешь. Отдыхать тоже нужно. И поэтому следующий вопрос. Как ты отдыхаешь? Скажу так, я очень качественно отдыхаю. У меня снегоход, у меня квадроцикл, у меня есть права, Активный там, отдых. да, у меня там гидроцикл вот по реке Лени нашей я в этом году купил. Просто надо всем купить, короче. И это относительно не так дорого. Если есть возможность, надо купить. Вообще, я вижу такую штуку. Если ты хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, ты хочешь продолжить? Если ты хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, поручи это дело самому занятому. У нас же интуиция говорит, что вот кто-то свободен, надо ему вот задачу какую-то поручить. Да? И сами себя мы думаем, что если мы свободны, тогда мы будем дела делать лучше, там еще что-то. На самом деле, поэтому многие люди работают и параллельно не начинают какие-то даже вот идеи реализовывать. А на самом деле самому занятому поручи, и этот занятой оказывается таким человеком обычно, да, если он занят, что он эффективно исполняет и другие задачи. Поэтому у меня сотрудники, у меня члены команды, это, наверное, самые загруженные ребята в мире, но при этом самые счастливые. Они успевают отдыхать и, ну, надеюсь, по крайней мере, это так я вижу со стороны. Ну, у меня это получается. Ну, ребята отмечают это. Вот мы вчера тоже собирались и отмечали. Поэтому отдыхать надо, и отдыхаешь качественно, если этот отдых запланирован. А когда отдых запланирован, знаешь, самый фокус, почему ты качественно отдыхаешь? Не зависит от того, там, какая у тебя дорогая аппаратура или еще что-то. Зависит от того, что ты не чувствуешь вот это вот всеразъедающее чувство вины. У нас люди, которые сериал смотрят, ну, такой отдых тоже есть же, да? Или Почему бы которые... нет? Иногда можно полезно просто на диване полежать, потолок поливать. Ну, Иногда. Почему нет? ну, например, да. Да? Но при этом это полезно делать тогда, когда ты понимаешь, что ты решил так сделать Да. и делаешь это. Вдруг ты там лежишь, медитируешь. для Ну, себя. например, да. Да. В общем, надо отключить чувство вины и по-настоящему отдохнуть. Вот тогда ты по-настоящему потом и готов работать. Ну да, то чувство вины часто у нас бывает, особенно у нас советских детей, Да, когда да. если ты вдруг ничего не делаешь, у тебя что-то вот начинает вот это Да, да. ерзание, как будто ты Да, чувствуешь как вину. будто, да, как будто Как ты... будто ты не на своем месте. Тунеядец там или еще что-нибудь. Тунеядец, Да? да. Окей. Вдруг что-то окей, скажет. да. Итак, финальный Готово? аккорд. Да. Да. Да, Семен нам принес. Его разрежем. Вау, держи, это случайно. Сергей, Да. у меня финальный, может быть, вопрос. Твоя компания резидент нашего технопарка, правильно? Да, да. Да, а что бы ты посоветовал молодым предпринимателям, которые продвигаются в этом же направлении? И вообще, вот какая помощь оказывается им? Вообще вот в создании бизнеса, не только, наверное, IT, можно посмотреть, что делает государство или регион, да? Вот Да. республика, например, наша, что делает. И можно увидеть, что в целом очень много интересных решений принято или принимается в плане инфраструктурной такой поддержки. И вот мы, например, резиденты технопарка Якутия, и это помогает нам получить относительно льготный офис в центре города, например. Да? Ну да. Есть Очень сильно немаловажно.
Да, хороший фактор. Есть и в целом такое сообщество, где ребята действительно тоже собраны по определенному признаку. А что самое важное в предпринимательской среде, например, или когда вы начинаете какое-то в целом новое дело, это найти соратников, людей, которые также заряжены что-то делать. И когда вы начинаете себя окружать такими людьми, то вы в целом начинаете делать действия намного быстрее, намного эффективнее. Поэтому я очень рекомендую посмотреть, какие госпрограммы есть, поддержки, например, да? Они тоже помогают. Но главное при этом всегда все равно рассчитывать на клиента, а не на поддержку. Вот, если вот этот суметь держать в голове, то очень классно можно инфраструктурой государства То есть, когда воспользоваться. ты говоришь и клиента, то работать. есть понимание было у предпринимателей, кому может быть полезен ты и твой продукт. Да, конечно. Твоя конечно, услуга. Конечно. В конечном итоге все-таки все голосуют рублем, рублем. долларом или еще с чем-нибудь. Какой-то валютой все Да. равно за твой продукт Да. конечный клиент. Правильно? Да. Итак, ну что, друзья, Время Всё? наше подошло. подходит к концу. Самый вкусный момент нашей передачи, самый мой любимый, между прочим. Давайте, приятного аппетита и давайте пробовать, что у нас получилось. Семен, вы спасли это блюдо. Семен, комплимент. Да. Не, здорово. Я думаю, что пример того, что я делаю, да, по крайней мере, в моей жизни, он показывает, и я делюсь легко с этим, что если вы деятельный человек, если вы хотите что-то сделать, то необходимо сделать следующее. Просто определить, какие у вас желания есть, принять решения, которые могли бы привести к этим желаемым результатам и начать действовать. Поэтому я в этот Новый год, наверное, даже так можно сказать, хочу, чтобы у вас получилось сделать так, чтобы ваши желания начали воплощаться в решения, а эти решения приводили бы к определенным результатам. К этим результатам, чтобы вел интересный путь, чтобы вы успевали еще и жить. Поэтому поздравляю всех с наступающим Новым годом, и пусть ваша еда на столе будет очень вкусной и такой полезной. А я еще раз скажу, что сегодня у нас в гостях был предприниматель Сергей Протопопов. Сережа, еще раз спасибо тебе Спасибо, Сергей. большое. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы, с наступающим Новым годом. И кушайте, как мы всегда, просто и вкусно. Будьте здоровы, друзья. Ура! А мы будем закатывать.